Презентация началась с красочной видеоподборки, после которой гости смогли насладиться первой серией мультфильма «Лео и Тиг» на тувинском языке. Показ вызвал бурю эмоций, а приключения Лео и Тига привлекли внимание каждого присутствующего, в особенности самых главных участников мероприятия – школьников. Мультик очень интересный. В чем смысл? То, что мультик говорит нам, надо идти к своему успеху, несмотря ни на что, не надо бояться. Напомним, что в прошлом году автономная некоммерческая организация «Намат» стала победителем конкурса грантов главы Тувы на развитие гражданского общества. Сумма гранта более 700 тысяч рублей. Но необходимо отметить, что были вложены и собственные финансы. Так, на средства гранта было приобретено специальное оборудование для студии звукозаписи, а также получены авторские права студии «0+ Медиа» на перевод и дубляж мультфильма. Наша идея она возникла в 2021 году, когда я съездил на форум коренных малочисленных народов Севера, и там узнали, что можно перевести на языки других народов. Очень сложно было сначала, конечно же, саму студию подготовить. Еще один процесс, это очень трудный, получается, это собрать артистов, актеров дубляжа. Мы считаем, что в нашей республике для сохранения тувинского языка нужны такие студии, хотя бы 3-4 студии, чтобы они постоянно работали над дубляжом, так как у наших детей нет возможности смотреть мультфильмы на тувинском языке. И в результате этого у нас такой пробел получается. Нету детского контента на тувинском языке. На сегодняшний день из 26 серий первого сезона многосерийного мультфильма «Лео и Тиг» на тувинский язык переведено 9. Организаторами всех этапов реализации проекта выступают научные сотрудники ТИКПИ, Артыш Магуш и Начин Магуш. Как отмечают молодые исследователи, перевод – это один из самых сложных и трудоемких этапов. Первая серия у нас полностью готова. И когда подготовим, примерно 9-10 серий, мы затем запустим наш проект. И во всех видеохостингах мы бесплатно разместим, чтобы все смотрели и наши дошкольные учреждения использовали для показа. Мы думаем, что в декабре, в середине декабря, наверное, или в конце декабря мы все-таки запустим наш проект полностью. Гостей мероприятия ознакомились с этапом звукозаписи. За кадр озвучения мультфильма сложный, но интересный процесс. В проекте актерами дубляжа стали известные артисты и творческие люди. Среди них известный хоймыжи и музыкант Начин Чуреве, который озвучит медведя Пандига. Для меня это был первый опыт. Было очень интересно, очень комфортно, в первую очередь. Очень интересные, очень общительные люди. Процесс, да, сложный. Там надо, во-первых, попасть в разговор персонажа. То есть наше дело именно с актерской стороны преподнести, чтобы было это грамотно. Я думаю, что это очень большой и очень хороший шаг для развития тувинского языка. В качестве звукорежиссера в проект пригласили молодого специалиста Алдына Хава. Для меня это был первый опыт. Потом, надеюсь, что в будущем тоже, в дальнейшем буду иметь дело с этой сферой, именно дубляжа, озвучки. И я занимаюсь уже года 4-5 лет звукорежиссурой. Для меня это очень интересно этим заниматься, поскольку у меня раньше было желание заниматься именно дубляжом, озвучкой всяких фильмов, мультиков. И в целом я очень рад, что у меня появилась такая возможность. Самая большая сложность – это, наверное, все-таки запись. Именно когда актеры сидят и записываются. И это может продолжаться не определенное количество времени. На одну серию, примерно может уйти даже часов 6. Гости мероприятия были единого мнения, что начинание способствует продвижению тувинского языка среди детей. Мы считаем это здорово, когда наши молодые специалисты вносят такой личный вклад в развитие не только культуры, но и образования детей. И мы видим, что они привлекли также наших молодых артистов при озвучивании этого мультфильма. И эта работа очень интересна, но очень сложная. И она основана на современных технологиях, цифровых технологиях. И мы очень рады, что наши молодые специалисты владеют этими технологиями. Да,
данная работа, когда она будет завершена, когда будут озвучены все 26 серий, Министерством образования Республики Тыва будет проведена работа для распространения данной работы, мультфильма в детских садах и общеобразовательных школах республики. Мероприятие завершилось обсуждением дальнейших шагов по развитию анимации на тувинском языке. Гости выразили надежду на то, что Лео и Тик станет не только развлекательным контентом, но и культурным мостом, который будет способствовать популяризации тувинского языка. В настоящее время перевод диалогов персонажей, также запись и озвучка следующих серий продолжается. Айра Сад, Владимир Суртуги, Азамат Очур, телеканал Тува-24.